Как написано в Википедии, коллекционирование – это деятельность, в основе которой лежит собирание, то есть систематизированное собирание и изучение каких-либо объектов. Многие из нас в молодости что-то собирали – открытки или наклейки, фото любимых артистов или журналы мод. Теперь в большинстве своем мы иногда покупаем магнитик на холодильник в память о городе, где провели отпуск. Но коллекционеры, к счастью, еще встречаются. Это увлеченные и увлекающие в свой мир люди. С ними интересно, потому что узнавать новое интересно всегда. Знакомьтесь, Парфенов Сергей Петрович. Многие считают его местным. Уже и позабыли, что приехал он в Уснеру в начале 1980 года вот таким молодым человеком. Закончил вертолетное училище и в Якутию за романтикой. 4 февраля 80-го года приехал в поселок Уснера. Ты переехал пилотом или кем? Вертолетчик, техник, механик. По обслуживанию вертолетов Ми-4, Ми-8. Выборгское авиационно-техническое училище. А к нам как приехал, по направлению или просто? Я был старшиной взвода, у нас был выбор по всей России, куда хочешь. Мне предлагали остаться в Ленинграде, в Пулково. Я отказался, и романтика, и поехали с товарищем одним сюда. Приехали в Якутск, у нас было первоначально, мы хотели в Нюрбу. Мы приехали в Якутск, управление гражданской авиации нам посоветовали в Уснеру. Вот мы приехали. В порту я проработал с 4 февраля 80 по 4 января 88 года. В 80 году по рекомендации парторганизации был избран секретарем комсомольской организации Уснерского объединенного авиационного отряда. В отряд входили Момский район и наш район. Работников было у нас 650. Всего комсомольцев у меня было в организации 4 цеха комсомольской организации, а первичной комсомольской организации было 162 человека. И чем жили комсомольцы 80-х? Комсомольцы 80-х жили соцсоревнования, молодежные трудовые коллективы, конференции, субботники, соревнования. Я думаю, что раньше мы жили комсомол лучше, чем сейчас у нас живет молодежь. В смысле не образования, а проведения соцсоревнований, отдыха. У нас в аэропорту был свой красный уголок, у нас играл ансамбль. Лично я там крутил фильмы, еще был такой аппарат «Украина» бобинный. А здесь в футбол играли, в стадион. Когда был тренером еще Месхи в свое время. А собирательством Сергей начал заниматься еще будучи курсантом училища, но свою первую коллекцию хранит до сих пор. Супруга ехала один раз в Питере в трамвай, она там работала. Ей какой-то парень подарил открытку стереофото. Там была, красивая. И после этого начал я собирать стереофото. А когда приехал в Якутию сюда, начал собирать значки. И попутно собрал коллекцию герба российских городов. Потом коллекция вымпел большой Ленин, только барельеф Ленина. Потом есть вымпел знаки отличия, медали работник МВД Союза, России, СССР и Республики Саха-Якутия. Понятно, что значки о Якутии стали в приоритете. Якутию собирал у нас бывший начальник ФРГ Гуминский, тоже больной на эту тему. По значкам Якутии общались, менялись. Больше в НЭРе значками Якутии никто не занимается. В этой коллекции можно увидеть целые серии: аэропорты Якутии, города Якутии, гербы городов и районов республики, памятники Ленина в Якутии. На сегодняшний день по якутской тематике в коллекции насчитывается почти 1000 значков.
А на этом вымпеле значки с барельефом Ленина. Можно с уверенностью сказать, что внуки Парфеновых знают, кто такой Владимир Ильич. Помнят лучшего друга народы, помнит лучшего сына земля. Это сейчас все что угодно можно найти в интернете и выписать. А раньше как собиралась коллекция? Ну, раньше значки все, в том числе и Якутия, продавались в магазинах, в союзпечати. Кто-то у кого-то менял, кто-то уезжал с района, оставлял там понемножку колец какие-то где-то. Но большинство покупались. Сейчас значки в продаже нету. Сейчас только обмен или что-то где-то как-то. А пробовал как-то оценить свою коллекцию? Оценивал по фотографиям в Якутске. Дороговато. Когда Сергей Петрович в 1987 году закончил заочно юрфак, его, как активного молодежного лидера, направили работать в прокуратуру. И по рекомендации партийной организации был направлен в прокуратуру с 4 января 1988 года на должность помощника прокурора. Через 2 года следователь прокуратуры. Как раз было следствие под прокуратурой. В состав прокуратуры входила. Потом в 1994 году был назначен прокурором Меконского района. В 1999 году я по собственному желанию уволился с прокуратуры. В какой сфере деятельности был больший объем работы? Ну, думаю, что на должности нотариуса по обслуживанию населения. У меня было 2 или 3 года, занимал первое место по Республике Саха-Якутия по численности населения, обслуживаемого в районах. У нас население было примерно 10 тысяч, вот последние годы населения, а у меня было нотариальные действия совершено более 10 тысяч за год. А обычно это много идут старатели. Копии, заверение подписей, доверенности. Самое, когда вот весна идет, и как раз они готовят документы, за счет этого у меня был вал нотариальных действий. Парфеновы – обычная семья, каких немало. Да они и не стараются выделиться. 2 взрослых детей, внуки. О внуках только с любовью. С внуками об учебе, о будущем, как они себе представляют, кем хотят быть, чтобы было поведение. Кто-то плохо кушает, чтобы заниматься. Пятилетний сейчас пошел у нас молодежное 4. Карате? Нет, там самбо и это что-то еще, дзюдо. Это после садика он идет туда. Тренер говорит, он никакой. Правильно, а что в 5 лет может каким-то быть? Саша, внук 10 лет, сейчас ходит на танцы в Золотенку. Вот 9 мая будет выступать. Там концерт ДК будет или на площадках где-то. А дети в Магадане тоже занимаются спортом. Дочка сына и старший, средний сын у него ходят на бокс. Маленький еще 2 годика, еще так. 9 мая внуки пойдут в рядах бессмертного полка с фотографией прабабушки. Мама Сергея Петровича, Валентина Михайловна, родилась в 1924 году в Ярославской области. В 1943 году, когда ей исполнилось 18 лет, она вместе со старшей сестрой ушла на фронт. Воевала под Ленинградом, зенитчица. Награждена была медалью за оборону Ленинграда и орден Отечественной 2 степени. А в электронной книге память мать, фамилия есть. И построили церковь, собор в Москве. Она там тоже есть на плите. Твои внуки знают, что их бабушка, прабабушка? Мои внуки знают, отмечаем с ними День Победы, ходим на парады, ходим на бессмертный полк, смотрим телевизионные передачи и все остальное. Семья Парфеновых и сегодня имеет отношение к армии. Жена Людмила Николаевна и дочь Татьяна – обе работницы военкомата. Какой он, Сергей Петрович?
Ну, работящий он у меня. Очень. Семейный очень. Ну, не знаю, хороший все. Доброжелательный. К людям относится хорошо, в семье тоже хорошо. Мы на работе, хозяйством занимаемся. С внуками ладит? Да. Саша, он сейчас вот в шахматы играет. С маленьким, ну маленький. Они сейчас все в телефонах, да в этом планшете приходят. Ну так, да, дружат с ними. Что еще сказать? Дедушка хороший, добрый. Если важное какое-то решение надо принять, за кем остается последнее слово? Когда оставалось за мной последнее слово, то потом получалось, когда нормально, когда надо было, чтобы он настоял, но он не настаивал. То есть он вам уступает, если что? Уступает, да. Уступает. Уступает. Столько лет на севере. Почему раньше не уехали? Ой, доживем, живем. Что-то держит здесь? Ой. Да даже я просто вот, знаете, как бы на одном месте привыкаю и все. Вот и меня, как говорится, можно было уехать, можно было. Я все собираюсь, все меня что-то держит. А сейчас, наверное, еще и привыкла, сколько лет уже раньше здесь живем. Привычка. Ну, так. Как-то так. Ну, хорошо же. Хорошая квартира, Ну да, хорошие соседи. да. Да. Сейчас уже соседи у нас все обновляются все. Молодежь. Что-то детей маленьких мало было, сейчас детей маленьких много. В каждой квартире дети маленькие. Ну, школьники там, маленькие. Ну, хорошо же, жизнь продолжается. Да, продолжается. Сергей Петрович, это настоящие деньги? Да. Да? Да. Что не рассказывайте. Все настоящее. Это облигации, которые были. Наши родители покупали, и их никто не погасил в свое время. А проверял, может быть, и сейчас гасится, нет? Не, сейчас уже все. Там на обороте сроки указаны, когда они гасятся. Обратите внимание, купюры 1917 года имели подписи управляющего банком и кассира. Попробуй подделать. А такими деньгами наши прародители расплачивались в Якутии до 1922 года. Кроме бумажных купюр, немаленькая коллекция монет. Помните роман Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»? Копии монет того периода хранятся в отдельной коробочке. Наверное, внукам очень интересно их рассмотреть, потрогать. Хотел передать все это детям. Нашим детям ничего не надо. Внукам. Внуки тоже сидят в телефонах. И тоже ничего. Коллекция книг хороших. Тоже никому ничего не надо. Все есть в интернете. Не проявляют молодые и особого интереса к коллекции марок, хотя о каждом изображении на каждой марке можно найти интересную информацию. Собирал, а передать коллекцию некому. Огорченно вздыхает Сергей Петрович, бережно прикасаясь к альбомам.
А вообще, была в жизни мечта? Или есть до сих пор? Да, летать. Осуществилось? В принципе, да. Потому что я всю Якутию облетал на вертолете. Раньше сколько вертолетов у нас было? Сколько элок? 4-5 элок. Самолетов Ан-2 сколько было? А Ми-4 были еще. Задганизов работал, когда еще там Ширяев, Валера, живой сейчас. Правда, ослеп уже. Огневенко Володя на скорой помощи работает. А многие разъехались на пенсии в Крыму, в России. За границей наши есть пилоты бывшие. В Уснерском аэропорту уже больше 30 лет работает Анатолий Сысоев. Он вспоминает свою юность. Работаю с 1985 года, сентября месяца, в должности мойщика авиатехники, потом ученик моториста, а потом поступил на учебу в Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации с 1986 года. В 1992 году закончил. Пришел молодым специалистом, уже диспетчером УВД. С тех времен в службе УВД работаю в разных, скажем, организациях, предприятиях, реструктуризации, когда произошла. А вы помните Сергея Парфенова? Сергей Петрович, да, работали с 1985 года. Менее года я его, в принципе, вместе с ним работали в авиационно-технической базе Уснерского объединенного отряда. Он работал тогда в должности техник АТБ, ну, по специальности на Ми-8 они обслуживали на участке. Комсомольский работник, собирал комсомольские взносы, учил уму-разуму, ну, наставник по поводу, скажем так, работы в специальности ученика-авиамоториста, в то время уже там должность занимал, крутил гайки. За мной все это дело проверялось, в том числе и им тоже. В свободное от работы время, в перерывах работали, играли в нарды. В то время он еще не занимался, насколько я помню, собирательством. Ну, по крайней мере, это по нему не было еще в то время видно, поскольку, скажем так, мы с ним по этому поводу не общались. А вот уже после окончания учебного заведения по приходу он уже работал тогда в другом месте, в другой организации, скажем. Ну, тогда мы уже с ним сталкивались по этому поводу. Мы ему иногда, скажем, привозили, приносили значки, календари трехмерные 3D вот эти, которые в то время выпускался еще в Советском Союзе. Ну, частично вклад в какой-то небольшой, но тем не менее в его коллекцию, наверное, внесли. Окончательно уйдя на пенсию, он не потерял интереса к жизни, всегда в курсе новостей страны и республики, знает о проблемах района, посещает все мероприятия. Вот и весна пришла. Народ стал больше двигаться, дети на улице. Скоро у нас индигирка пойдет, где-то числа 21-23. Мы стареем, дети выросли, внуки растут, ждем правнуков, так что еще поживем.